вот такая работа, она, значит, эта служба координации, она и обязана была координировать вот эту связь между редакционно-творческим коллективом и задачами и техническими подразделениями. Причем приходилось иногда и не только в России, в Москве, там, но и за рубежом. Так, например, вот дни культуры, по-моему, СССР в Индии, мне пришлось организовывать вот передачу, организовать трансляцию открытия Дней культуры СССР из Дели. И мы, значит, сначала выезжали зампредом туда познакомиться, как это организовать, какие там есть возможности, какие объекты будут взяты в качестве объектов для показа. А в следующий раз уже выехали то же самое с техникой портативной, правда, уже были журналистские камеры, уже были возможности мобильно работать. Это было уже где-то в 90-е годы. Олимпиада 80, вот же, это получается такое самое большое громкое событие Олимпиада 80 в Советском была, конечно, Союзе. И, конечно же, вы этим занимались, да? Да, я даже получил орден. Ого. Орден, знак почета. Действительно, это была очень большая работа. Вы знаете, она тоже была очень непростой, потому что в первый раз надо было не просто организовать показ со всех спортивных объектов вот этих соревнований, но и надо было разместить огромную армию журналистов зарубежных телекомпаний. Их было сотня. И они все должны были получить возможность свою студию, свои, так сказать, репортажи передавать. Надо было организовать канал связи. А вот, кстати, в моей службу еще входила обязанность связываться с Министерством связи. У меня было подразделение, которое организовывало каналы связи. Раньше не было такой возможности выйти на спутник сразу и передать. Надо было сначала выйти на Министерство связи. Те выходили на спутник, только Министерство связи входило. У нас не было у телевидения своих спутниковых каналов связи. И выстраивать эту всю цепочку. И вот Олимпиада, она, конечно, в этом отношении, вот этот телецентр, который был построен напротив основного, это Олимпийский, он так и назывался, Олимпийский телецентр, он тоже делался очень быстро, в сжатые сроки. И надо было сказать, что перед Олимпиадой у нас была спартакиада еще проверить всю технику и технологию. Если вы помните, в 1979 году была спартакиада народов СССР, по-моему, называлась. Ну, то есть это, по крайней мере, была какая-то тренировка. Ну да, большая, она, возможно, позволила провести опробование техники, значит, как-то людей, специалистов, то же самое проверить, насколько они готовы управлять. Там все-таки новые камеры были, новые, так сказать, средства видеозаписи, новые технологические решения. Поэтому, вы знаете, вот этот телецентр, я сейчас вспоминаю, он напоминал вообще, ну, это что-то было необыкновенное, потому что... Все бурлило, мне кажется, бурлило, просто. и разноязычие, английский, китайский, японский там, и прочее, прочее. И все, ну, многие, конечно, если общались на английском, но многие компании приходили без переводчика, значит, приходилось, значит, нам... У нас было такое главное управление внешних сношений, оно сейчас, по-моему, существует. Вся вот эта задача ставилась через это главное управление внешних сношений. Они имели переводчиков, и они так приводили вот эти компании и говорят, вот сейчас мы переведем, что им нужно. И составлялась некая такая программа на весь период Олимпиады. Что в какие часы, с каких объектов, они должны получить картинку, звук, когда это все смонтировать, передать и так далее. То есть приходилось там расписывать это все. Ну, конечно, мы привлекали и студентов тогда, нам было трудно справиться своим, хоть в службе было не один... Тут в разы увеличивается нагрузка, естественно, ну да, нагрузка была, работа была круглосуточная. Вот, ну, поэтому я скажу, что к чести наших всех, так сказать, работников телецентра и работников редакционной, спортивной редакции, все прошло очень достойно. Все компании были довольны тем. Единственное, что я помню, были такие ситуации, когда, допустим, ведь американцы не приехали. Там даже была ситуация с Афганистаном, если вы помните. Конфликтно все было. И какие-то, тем не менее, компании хотели, появлялись, так сказать, вот такие, которые работали по заданию, может, тех же американцев или англичан,
и пытались показать какие-то не совсем хорошие, может быть, они снимали, искали негатив, естественно. Ну, у них задание было. Это задание было. И нам приходилось тоже какие-то находить варианты, не позволять им это все, как говорится, вот эту напраслину пересылать за рубеж. То есть мы говорили, мы не можем этого показать, передать, потому что вот бастует наша техническая служба. Так что вы показываете то, что не соответствует действительности. Извините, заставить мы не имеем права. Это, я не право бастовать, есть у любого сотрудника такое право существует. Есть, если они, так сказать, обосновывают свою позицию. Вы сейчас такую интересную вещь сказали. То есть слово «забастовка» в Советском Союзе не существовало как таковое. Никто никогда нигде не бастовал. Но посмотрите, как вы дипломатично. В общем-то, нужно сказать, обрисовали ситуацию, которой никогда в Советском Союзе не было, да? Имело место быть, поскольку сейчас уже можно об этом вспомнить и говорить. И вот все это прошло, конечно, очень хорошо. Итоги были оценены на самом верху очень положительно. Целый ряд людей наших, так сказать, большое количество сотрудников были награждены орденами, медалями. И нам вручали орден, вот мне лично помнится, вручали в Георгиевском зале в Кремле. Я уже не помню, кто вручал. Но это памятно было, потому что весь наш коллектив телецентр, и там был, я помню, и зампред Мамедов такой, Энвер Касымович. Было очень все, весь наши руководители высокие, технические специалисты всех уровней, кто участвовал в работе, кто был отмечен, они все были приглашены единовременно вот в Георгиевский зал. И вот так все вручали, это было очень, конечно, памятно, потому что такая работа... Вот, слушайте, я даже не представляю, как это мощно, надо готовиться, и сам процесс работы, я думаю, что вы не спали, наверное, совершенно, пока шла Олимпиада. Вы знаете, руки боятся, как говорится, вернее, глаза боятся, руки делают, да, как принято говорить. И действительно, мы, когда готовились к этому, было много, конечно, вопросов. Как нам суметь вот такое количество компаний устроить? Там же было не только телевидение, кстати, и радиовещание тоже. Некоторые радиокомпании присутствовали, надо было и радио. Но телецентр был большой, он ничего другого тогда не обеспечивал. Вот этот построен Олимпийский только под Олимпиаду. Поэтому там хватало, конечно, студий, помещений, офисов, где они размещались. Но там надо было организовать связи всевозможные, там надо было и быт организовать. У нас там внизу в это время работал пресс-бар, и индианки, я помню, такие в национальных одеждах угощали чаем красиво. И в баре, конечно, было это очень... Отдельная тема, я думаю, да, вообще. Это была атмосфера, конечно, сказочная, потому что вот в одном месте несколько таких, сказать, культур единовременно встречались, пересекались. И все это было, конечно, для нас впервые. Мы такое грандиозное мероприятие на телевидении, можно сказать, первый раз проводили.